В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях уходящего дня. В рамках своего визита в Якутию Юлия Белихова посетила производственные цеха волонтеров. Они обеспечивают военнослужащих всем необходимым. Избежать трагедии в случае возникновения пожара возможно. Расскажем, каким способом. В Мирнинском районе досрочно избраны главы в поселке Чернышевский и Светлый. Ассамблея народов подвела итоги года. Эти и другие новости Мирнинского района. В Нерюнгри прошел отборочный этап всероссийского конкурса «Моя профессия IT». 2 дня школьники и студенты работали над своими проектами. Какими именно? В Париже состоится фестиваль якутского кино. Расскажем о программе мероприятия и какие фильмы будут представлены широкой публике. Правительство выделило дополнительное финансирование для помощи жителям Якутии, пострадавшим от паводка. Из резервного фонда выделено более 100 миллионов рублей пострадавшим в мае этого года из-за разлива рек Лена, Вилюй и Анабар. Средства будут направлены на доплату в размере 5000, а также оказание финансовой помощи людям, утратившим имущество первой необходимости. Размер доплаты составит 25 и 50 тысяч рублей. В декабре этого года гражданам начислят двойные пенсии и пособия. Дополнительные выплаты поступят 28 декабря. Получающим пенсии и иные соцвыплаты. Это единое пособие на детей по беременности, уходу за ребенком до 1,5 лет, выплата из мат-капитала на детей до 3 лет и другие, включая пособия. Начисляются еще и январские. Это касается тех, у кого срок выплаты приходится на начало января. В рамках своего визита в Якутию Юлия Белихова посетила производственные цеха, в которых волонтеры шьют одежду для нужд фронта. Они обеспечивают военнослужащих всем, от нижнего белья до вещевых мешков и тактических рюкзаков. Тему продолжим в следующем сюжете. Настроение на фронте во многом зависит от отношения тех, кто находится в тылу. В Якутске работают 2 цеха, где волонтеры с утра до вечера занимаются пошивом одежды, аптечек, плащ-палаток. Работают на производстве и стар, и млад. Например, Альбине Михайловне 82 года, и все свободное время она проводит в штабе движения «Мы вместе». Шьем костюмы для наших ребят, ведь этих участников СПО. Костюмы, рюкзаки, там все. Но нас мало. Мы хотим, чтобы пришли, помогали нам. Машинок очень много у нас. Работа есть. Хотим помогать, чтобы побыстрее война закончилась, чтобы ребята пришли живыми. С первых дней объявления мобилизации в Якутске работает цех движения «Тепло рук». Начинали с пошива тактических аптечек. Сейчас же в портфолио цеха более 20 наименований. Работа начинается с 7 утра и заканчивается после 22 часов вечера. Средний возраст волонтеров – 58-60 лет. Но и молодежь часто приходит на подмогу старшему поколению. Золотые руки, ангельские руки, которые когда шьют, а шьют от души, абсолютно четко верят, что это оберегает. И это действительно оберегает, потому что каждый стежок – это за каждого, знаете, такая молитва. Говорят, молодежь не такая. Да такая у нас молодежь. Просто нужно показать, как надо. Вот здесь показывают, как надо. И здесь от мала до велика. Вот такие вот ангелы. Золотые руки. Республика и неравнодушные граждане помогают волонтерам как могут. Кто-то переводит на счет 500 рублей, кто-то 50 тысяч. Одни покупают машинки, другие приносят отрезы тканей. И все для того, чтобы вместе помочь нашим ребятам в приближении общей победы. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Беспилотники и новые технологии. Эксперты обсуждают будущее голосования. Более 100 экспертов в области избирательного права приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции, посвященной современным вызовам и перспективам развития избирательной системы. В центре внимания оказались вопросы повышения эффективности и доступности избирательного процесса, особенно в труднодоступных районах. Участники обсудили инновационные подходы к организации голосования. О том, как мы решаем сходные задачи в рамках законодательства с теми методами, которые закон предоставляет организаторам выборов. Поэтому вот сегодня в течение дня мы все это будем обсуждать. И новые способы доставки избирательной документации, и различные формы, организационные формы голосования. Мы в тестовом режиме применили такой способ доставки бюллетеней, как беспилотная авиация.
Вот, в 2 избирательных участка мы доставляли бюллетени с помощью дронов, с помощью беспилотников. При этом применялись 2 разных воздушных судна. Пожарная безопасность – важнейший аспект, который касается каждого, кто может оказаться в уязвимом положении в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Одним из способов избежать трагедии является установка дымовых пожарных извещателей. Подробнее смотрите в сюжете далее. С начала этого года в столице республики зафиксировано 639 пожаров. Основные причины – курение, неосторожное обращение с огнем и замыкание электроприборов. Установка автономных дымовых пожарных извещателей в доме может значительно повысить уровень безопасности. Сотрудники противопожарной службы в этом году установили извещатели более 980 многодетным семьям СВО и другим социально незащищенным категориям граждан. Простое, но эффективное устройство. Оно способно предупредить о начале пожара на ранней стадии. Пожарные извещатели устанавливаются очень просто. Они крепятся на стену, если у вас, допустим, натяжные потолки. Если у вас обычный потолок, они крепятся как можно ближе к центру или можно поближе к стене, не менее 10 сантиметров от стены. После установки извещателей пожарные напоминают жильцам правила пожарной безопасности и номера экстренных служб. Всего планируется установить порядка 4500 извещателей, при этом охватить 1100 семей. Для подачи заявки на установку АДПИ многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, необходимо подать заявку в администрации округов либо пригородных населенных пунктов. Данные работы будут проводиться также и в 2025 году. Многодетная семья Матвеевых приняла решение установить новый извещатель. Они понимают, что датчик на ранних стадиях пожара реагирует на дым и издает громкий сигнал, что позволяет людям вовремя эвакуироваться и избежать опасности. Родители 5 детей отмечают, что теперь они чувствуют себя гораздо спокойнее. Да, безопасность прежде всего, кстати. Весной у нас там трава горела из-за ветра. Там провода схлестнулись, и искра упала, и там чуть не загорелось. Я думаю, что необходимо такие извещатели. После установки датчика нужно лишь не реже 1 раза в год менять батарейки и периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком. На сегодняшний день АДПИ является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожарах. Даяна Федорова, Григорий Охлопков, Якутск. Роспотребнадзор предупреждает, граждане Якутии должны быть осторожны при выезде на отдых за границу, где всегда есть опасность заразиться какой-нибудь болезнью. Как обезопасить себя и близких, знает Тимур Колмогоров. С приближающимися новогодними праздниками, а вместе с ним и каникулами, жители республики хотят отдохнуть. А в зимнюю погоду особенно хочется куда-нибудь в теплые края. Для этого важно хорошо подготовиться. Наверное, скорее Шенген, визу узнать, насколько открыта страна, доступна, подготовить себя морально, узнать, какие там традиции, ценности. Вещи, наверное, которые первой необходимости взять. Да я люблю вообще это по легкую ходить, короче. Один рюкзак взял, короче, да и все, и поехал. Понятное дело, да, что изучить по интернету, посмотреть культуру, и определиться для себя, какие цели вообще перед собой ставишь, чтобы понять, для чего ты едешь. А то многие, я вижу, едут, не понимая, не ставя такие вопросы и просто проводят время, можно сказать. Немаловажным, а даже необходимым является также ознакомление с эпидситуацией в стране, которая была выбрана для отдыха. На сегодняшний день в странах Азии и Ближнего Востока регистрируются такие опасные болезни, как малярия, лихорадка Денге, лихорадка Зика, оспа обезьян, а также чума и сибирская язва.
Наши многие жители планируют выезд за рубеж на отдых. И основными направлениями отдыха у наших жителей являются это Таиланд, Китай, Египет, Турция, Дубай, ну и другие направления. Перед отъездом мы многим жителям рекомендуем пройти медицинский осмотр в своих поликлиниках и пройти профилактические прививки по таким инфекциям, как против гепатита А, дизентерии, против кори и других инфекций. При выборе путевки также стоит ознакомиться с условиями медицинского страхования в странах. Если же во время полета или уже по прилету обратно обнаруживаются первые симптомы болезни, необходимо обратиться к бортпроводникам или работникам санитарно-карантинного пункта. По нашим данным, в 2024 году были выявлены больные, прилетевшие из Харбина. Они пожаловались на борту воздушного судна, и работники санитарно-карантинного пункта провели свою работу непосредственно внутри воздушного судна. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи и была оказана своевременная помощь больным. Ознакомиться с эпидситуацией можно будет на сайтах Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Министерство здравоохранения рекомендует жителям подготовить с собой аптечку первой помощи. Ведь если лететь, то лучше быть готовым ко всему. Тимур Калмогоров, Владимир Павлов, Якутск. В Мирнинском районе досрочно избраны главы в поселке Чернышевский и Светлый. Ассамблея народов подвела итоги года, а студенты Мирнинского техколледжа вошли в сборную Якутии профессионального мастерства. Также жители алмазной столицы написали диктант Олонхо. Эти и другие важные события Мирнинского района смотрите в дайджесте новостей. В поселках Чернышевский и Светлый прошли досрочные выборы глав муниципальных образований. По итогу выборов главой поселка Чернышевский избран Леонид Жалсараев, а главой поселка Светлый стал Александр Иванов. Оба кандидата были выдвинуты от партии «Единая Россия». Выборы были назначены у нас 30 сентября поселковыми советами депутатов в связи со сложением полномочий, досрочным сложением полномочий глав действующих по собственному желанию. Явка у нас в поселке Чернышевском составила 33,95%, а в поселке Светлый 30,46%. Это, на наш взгляд, очень хорошая явка. Раньше, предыдущие года, явка у нас там была поменьше. Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в Санкт-Петербурге. В этом году республику в финале представляют 11 конкурсантов. В сборную команды Якутии вошли и студенты Мирнинского регионального технического колледжа. Кто станет победителями, будет известно 30 ноября. Отрадно, что в сборную Якутию вошли наши студенты по двум компетенциям, достаточно по сложным компетенциям. Это промышленная автоматика и реверсивный инжиниринг. По реверсивному инжинирингу это у нас второе участие в финале. Наш студент был в прошлом году тоже единственный от республики среди профессиональных образовательных организаций. Получил, конечно, богатейший опыт, и я надеюсь на успехи. Нужно сказать, конечно, слова благодарности нашим тренерам, с которыми мы работаем уже не первый год. Это Дьячковскому Александру Ивановичу, это Чуйко Евгению Дмитриевичу, нашему выпускнику, а ныне успешному сотруднику «Алмаз Автоматика». Под их руководством, и они сами тоже сейчас находятся на площадках соревновательных, участвуют в качестве экспертов, я думаю, у них тоже по итогам участия в этом финале получат, несомненно, большой опыт. На днях состоялось важное событие для Мирнинского отделения общественного движения «Ассамблея народов республики». Общественности был представлен отчет за уходящий год. Это событие собрало представителей национально-культурных объединений, а также руководителей, представителей учреждений культуры и образования. На собрании обсудили результаты работы по реализации муниципальной программы по созданию условий для развития межнациональных и межконфессиональных отношений за 2024 год. Были отмечены успешные практики и реализованные проекты. Ассамблея народов гордится своими
активистами прежде всего. И мы можем в этом году отметить участие представителей молодежной ассамблеи, участие представителей молодежного актива во всесоюзных проектах. Они молодцы. При нашей организационной поддержке они смогли принять участие в двух очень важных проектах. Это образовательный форум в городе Севастополе и молодежный форум, который был организован Федеральным агентством по делам народов в городе Тюмени. Кроме того, наши представители бурятской общины приняли участие в международном проекте. Это они выезжали от Республики Бурятия в составе делегации этой республики в международный фестиваль Алтаргана в Монголию. Это вот тоже очень важно. Также наши представители смогли выехать в город Ленск на образовательные курсы по навыкам лидерства. То есть мы хотим вот эту работу продолжать дальше, улучшать ее, потому что сейчас только так можно продвигать свои проекты, участвовать в конкурсах, завоевывать субсидии, гранты и реализовывать свои такие хорошие идеи. Жители алмазной столицы написали диктант Олонхо. В библиотеке алмазной столицы прошла акция «Диктант Олонхо». Отрывок был взят из эпоса «Нюргун Батур стремительный» Платона Аюнского в переводе на русский язык Владимира Державина. Тамбураны бывают порой, катящие с грохотом глыбы камней. В этой акции Мирнинский район ежегодно принимает активное участие. Впервые акция «Диктант Олонхо» состоялась в 2019 году. В ней приняли участие более 9300 человек. А в Нерюнгри на базе технопарка прошел отборочный этап всероссийского конкурса «Моя профессия IT». 2 дня школьники и студенты работали над своими проектами. На подведении итогов была и наша съемочная группа. Всего конкурировали между собой 13 команд, из них 4 студенческие. Они были представлены Южно-Якутским технологическим колледжем и техническим институтом СВФУ, и 9 школьных. В течение 2 дней ребятам нужно было с нуля создать проект, способный существенно облегчить жизнь человека. На презентации работ было отмечено, что очень многие проекты после небольшой доработки готовы стать продуктом, интересным потребителю. Конкурс «Моя профессия IT» – отличная возможность для ребят проявить себя, рассказать о том, какими навыками они владеют, и поделиться с нами своими идеями об улучшении нашего региона вообще в целом. Классно, что здесь ребята только защищают проекты, но еще и здорово, что их идеи можно направить дальше для доработки, для реализации дальнейшей и подать их на грантовые конкурсы, в которых они смогут принять участие для того, чтобы получить поддержку, и действительно их идея была реализована и претворена в жизнь. Несмотря на то, что в категории «Б» было всего 4 студенческих команды, борьба за первое место была нешуточной. И с минимальным перевесом победу одержал проект приложения для смартфона, призванный помогать людям бороться с вредными привычками. Работа шла слаженно, мы не ругались, у нас все было обговорено, мы очень дружили, нам было очень весело. Мы очень круто провели время и очень рады, что наша работа заняла первое место. Дальше хотим поехать в Якутск и постараться выиграть там тоже. Но ребята из школьных команд в категории А не уступали более старшим участникам конкурса, и при поддержке экспертов свет увидели очень интересные и социально значимые работы. Уверенную победу одержал проект интернет-ресурса по оказанию психологической помощи населению. Мы сначала вообще выбрали другую тему абсолютно, потом уже к нам пришла эта тема как идея для написания проекта. И вообще в целом эмоции, это в первую очередь опыт для нас, для будущего, чтобы в будущем проекты какие-либо делать. Также есть мотивация расти, еще больше становиться. Все участники конкурса получили сертификаты, подтверждающие их участие. Персональными наградами были отмечены лучший разработчик, лучший менеджер и лучший дизайнер. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Музыкальный инструмент хамус – это богатство якутского народа. Интересный факт – его чарующий звук имеет лечебное свойство. В преддверии Дня хамуса в республике проводится ряд мероприятий. Так, в музее хамуса состоялся конкурс, который посвящен импровизатору-хамусисту Луке Турнину. Если раньше приглашали молодых людей до 35 лет, то в этом году участвуют только руководители ансамблей и кружков по хамусу. Их мастерство оценивали по 3 критериям. Участники ответили на вопросы о жизни и творчестве импровизатора, играли на хамусе и рассказали о своей работе. Победителю Айсену Джолохову вручили сертификат в размере 20 000 рублей и серебряный знак. Лука Николаевич Турнин в истории якутской музыкальной культуры оставил традиционный стиль игры на хамусе. Кроме того, он был пропагандистом культуры малочисленных народов Севера и оставил записи сяджа о своем исполнении и исполнении на хамусе. В мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» состоялась премьера документального фильма «Быки холода». Фильм о международном проекте «Возвращение в Евразию величественных животных, овцебыков и лесных бизонов». Режиссер Марина Калинина, сценарист Гелла Красильникова. Съемки фильма были начаты в прошлом году. Проходили в местности питомников лесных бизонов Усть-Ботома в Хангаласском районе и Тымпына и Горного Улуса. Снимать овцебыков команда отправилась в Алаихевский район, где формируется свободно живущая популяция овцебыков. В Париже состоится фестиваль якутского кино. Он пройдет с 6 по 8 декабря. В программе фестиваля будут показаны 6 якутских фильмов, среди которых «Хранители тундры» от Дианы Худаевой и Сарданы Барабановой, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Карина» Марианны Сейген. Кроме того, зрители увидят документальный фильм «Якутия между мирами» Владимира Качаряна о становлении и развитии якутского кино. После показов фильмов запланированы встречи с якутскими экспертами кино. Настоящее гастрономическое наслаждение. В Якутске прошел конкурс профессионального мастерства среди студентов колледжей индустрии гостеприимства. Конкурсанты представили блюда якутской и северной кухонь современной интерпретации в рамках гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». Подробнее о том, что именно готовили участники, расскажет Дарья Короленкова. Технологический техникум сервиса стал ареной настоящего кулинарного соревнования. Участники, представляющие разные районы Якутии, продемонстрировали высочайший уровень мастерства, создавая современные версии традиционных якутских и северных блюд. Я буду готовить десерт. Десерт будет на основе кёрчиха, на якутской национальной кухне, получается, как-то так. На самом деле эти конкурсы очень сильно стимулируют, придают нам более уверенности в том, что мы можем развиваться в этой сфере дальше. У конкурса есть несколько критерий оценки блюд. Первое – это, конечно же, чистота и гигиена рабочего места. Второе – это оригинальная подача и авторское мастерство. Третье – это, конечно же, презентация самого блюда, ну и вкус. В конкурсе участвовали 4 команды по 2 человека. Они готовили 3 блюда. Горячую закуску «Астах Саламат», горячее блюдо из оленины и десерт. Жюри, состоящее из ведущих шеф-поваров из Казани и Красноярска, оценивали не только вкусовые качества, но и оригинальность подачи, оформление блюд и внешний вид участников. Казанские шеф-повара накануне конкурса провели для студентов мастер-класс, поделившись опытом и рецептами как традиционной, так и современной кухни. Буквально вчера мы со своим коллегой провели мастер-класс, готовили свою традиционную кухню. Приходили ребята, студенты, задавали вопросы, поделились некоторыми рецептами. Студенты интересовались рецептами, им было интересно какими-то техниками, потому что мы приготовили как и традиционные свои блюда, так и эти же блюда в современном прочтении. Победители ожидают ценные призы, стажировка в лучших ресторанах Якутска и денежные награды. Конкурс призван повысить престиж профессии повара, стимулировать развитие кулинарного мастерства и популяризировать традиционную якутскую кухню в современном формате. Дарья Короленкова, Нюргун Старостин, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.